Всем привет! Настало время гуманитарной подборки. И начнем мы с российского сериала «Мастер и Маргарита» по одноименному роману Михаила Булгакова. Премьера прошла в декабре 2005 года на телеканале «Россия». Слоган сериала «Рукописи не горят». Сюжет картины всем известен. В 30-е годы прошлого века сатана Воланд со своей свитой прибывает в Москву. Его интересуют местные жители, их религиозное видение и мышление. Помимо этого, зритель наблюдает за историей Понтия Пилата, мастера и его возлюбленной Маргариты. Сериал получил ТЭФИ за режиссуру телевизионного фильма в 2006 году. Оценка на Кинопоиске почти 8 звезд. Интересно, что в сериале опущены некоторые эпизоды романа Булгакова. Например, оглашение Понтием Пилатом смертного приговора перед толпой народа. А вот эпизод посвящения Маргариты ведьмы режиссер Владимир Бортко решил показать. Второй номер в нашем списке – драматический сериал «Утреннее шоу». Основой для сценария послужила книга журналиста и ведущего телеканала CNN Брайана Стедлера. В главных ролях Дженнифер Энистон, Риз Уизерспун и Стив Карелл. Сериал рассказывает об Алекс Леви, ведущей утреннего шоу. У нее отличные рейтинги зрителей, и, как считается, она изменила лицо американского телевидения. Неожиданно из-за сексуального скандала увольняют многолетнего партнера по эфиру и друга Алекс. В это же время на канале появляется журналистка Брэди Джексон, которая ставит правду превыше корпоративных связей. На данный момент вышел только один сезон. Оценка на Кинопоиске 8 звезд. Вы не понимаете одну простую вещь. У вас больше нет власти. Честное слово, я устала терпеть таких тупиц, как вы. Теперь все будет по-моему. Утреннее шоу. На очереди американский телесериал в жанре политической драмы «Скандал». В главной роли Кэрри Вашингтон, известная всем по фильму «Джанго освобожденный». В центре сюжета специалист по связям с общественностью Оливия Поуп. Она оставила работу в Белом доме и открыла собственное антикризисное агентство. Оливия помогает богатым и знаменитым людям выпутываться из сложных жизненных ситуаций до того, как они узнают все. Идеи сериала основаны на жизни и карьере Джуди Смит, бывшего руководителя пресс-центра Джорджа Буша-старшего. Сериал достоин множества наград, в том числе премии гильдии актеров за 2014 год. Для просмотра доступно 7 сезонов. Оценка на Кинопоиске почти 8 звезд. Я должна верить своей интуиции, а она не ошибается. Все, народ, за работу! Скандал. Продолжает нашу подборку британский мини-сериал по роману Льва Толстого «Война и мир». Премьера прошла в 2016 году на телеканале BBC One. Сериал сфокусирован на судьбах Пьера Безухова, Андрея Болконского и Наташи Ростовой. Примечательно, что основная часть съемок прошла в Латвии, однако для некоторых сцен актеры приезжали к Дворцовой площади Санкт-Петербурга и в Успенский собор. Мини-сериал повторяет сюжет Льва Толстого с небольшими дополнениями. Например, в начале первой серии показан путь Пьера и князя Василия из Петербурга в Москву. В романе же его описание отсутствует. Для просмотра сериала доступно 6 серий. Оценка на Кинопоиске 8 звезд. Я убежден, что мы должны радоваться. И мы должны любить. Вот оно, ваше будущее. Война и мир. Нашу подборку завершает комедийный сериал 1980 года «Да, господин министр». Интересный факт. В съемках приняли участие многие известные британские политики. После успешного выхода сериала создатели выпустили одноименную книгу и адаптацию для радио. Телевизионная сатира показывает работу и личную жизнь Джеймса Хекера, министра из выдуманного департамента административных дел. Им все манипулируют – его заместитель, помощник и даже жена. На протяжении сериала зритель наблюдает за созданием видимости бюрократии в департаменте. Удастся лишь Джеймсу одолеть аппарат, удешевить министерство и сделать его работу прозрачной. Об этом вы узнаете после просмотра 3 сезонов сериала. Оценка на Кинопоиске 8 звезд. Конфиденциальный источник сообщил мне, что английское оружие продается итальянским красным бригадам. Ясно. Могу ли я поинтересоваться, кто был этот конфиденциальный источник? Я же сказал, он конфиденциальный. Простите, мне показалось, что вы хотели рассказать.
На этом мы завершаем нашу подборку. Расскажите, какой сериал вас зацепил больше всего? Кстати, время сериалов вместе со всей нашей командой уходит на небольшой перерыв. Но мы обещаем, что рубрика продолжится и каждый институт увидит свою подборку. Встретимся с вами в новом 2021 году. Хороших вам выходных и побольше сериалов в жизни. Пока!